Связалась я с балетом очень давно, в возрасте 6 лет. И желание было на самом деле мое личное. Мама мне только помогла. Мама меня привела в театр. Это был спектакль «Жизель». Мне очень понравился, я маме сказала, что хочу быть балериной. Мама нашла Бишкекское хореографическое училище, там на меня посмотрели, вот приняли сначала подготовительный класс, потом я уже пошла в первый класс, и вот вплоть до 3-го курса я училась, и будучи студенткой училища, я еще одновременно работала в нашем Кыргызском национальном театре. Я с детства была какой-то такой, скажем, упертой, наверное, в хорошем смысле больше, то есть всегда вот поставил цель, и ты должен до нее дойти. Также, конечно, есть большая поддержка, когда семьи, родных и близких. Это очень важно, когда в тебя верят, не только ты сам в себя веришь, когда в тебя верят, есть эта поддержка, это очень ценно. И вдохновляет, конечно же, моя семья, моя дочка маленькая, которая смотрит на меня. Вот как-то хочется быть ради своей семьи лучше, чтобы быть в их глазах гордостью. Такой крупный, это первый в моей жизни. До этого я работала в драматическом театре, тоже как балетмейстер, но там, конечно, уже моя роль была намного меньше, работать с пластикой драматических артистов. А вот хореографическая, да, это моя первая работа. Сложность состояла в том, чтобы написать проект, найти спонсоров этого проекта. Мы обратились в Министерство культуры и туризма Кыргызской Республики, они оказали помощь. Благодаря им состоится сегодня вот премьера спектакля. Сложность, конечно, бывает еще в том, что когда с чем-то сталкиваешься впервые, конечно, бывают какие-то сложности от незнания, где-то там неуверенности, но постепенно это перерастает уже в уверенность, да, ты уже обретаешь какую-то силу, какой-то авторитет у студентов Бишкекского хореографического училища. И когда вы становитесь одной слаженной командой, уже становится намного легче. Вы понимаете друг друга на полуслове, да, то есть я когда уже говорю артистам, они понимают меня, и как-то уже работать легче. Девушку воспринимают, особенно у нас, мне кажется, в Кыргызстане, немного тяжелее, когда она где-то управляет чем-либо. Но если собрать волю в кулак, и тоже грамотно все раскладывать, говорить, тогда люди понимают, что ты видишь в себе не просто девушку, а именно профессионала своего дела, поэтому дальше сложности уже не происходит. Просто необходимо переступить барьер. Всегда верить в лучшее обязательно надо, потому что нам надо быть не только женщинами, мы еще и мамы, мы и жены, а еще когда ты занимаешь должность какую-нибудь, как балетмейстер руководящую, то есть в каких-то моментах, да, нужно быть сильнее, но при этом уметь оставаться всегда женственной внутри, вот, и ничего не бояться и верить в лучшее.